Друзья, это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. И сейчас мы находимся в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. Многие из вас, наверное, знают, что некоторое время назад, в сентябре, я сломал ногу. Было лечение, была операция, поставили пластину. И сейчас, конечно, нужно ногу восстанавливать. Делается это все здесь. И давайте мы сегодня об этом поподробнее вам расскажем. Испытано на себе. Данное отделение осуществляет реабилитацию пациентов по направлению из поликлиник. Они поступают к нам централизованно, определяется дата. Здесь они проходят курс восстановительного лечения. Сроки установлены согласно их нозологии. Здесь у нас центр трехэтажный. Он полностью у нас оборудован современным оборудованием. Согласно программе модернизации здравоохранения в рамках, мы получили очень высококлассное оборудование. Также у нас работают специалисты разных направлений, специализаций. У нас есть неврологи, терапевты, врачи ФРМ, врачи-физиотерапевты, средний медицинский персонал и младший медицинский персонал. Курс лечения в среднем составляет около 10 дней. В основном у нас это нозология, это неврологического характера, это инсульты, геморрагические, ишемические, травмы опорно-двигательного аппарата и соматические заболевания. Испытано на себе. Так, ну что, после направления от больницы, от поликлиники, соответственно, сейчас нужно понять, какая именно реабилитация нужна, какие нужны будут упражнения. И сейчас мы об этом, обо всем узнаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот это у меня моя выписка с больницы. Руслан Валерьевич, у вас была травма, перелом голеностопного, в голени. Какая нога? Правая. Правой ноги. Когда выписались? Так, со стационара, так, сейчас не вспомню. Я помню, понедельник был. Так, а дата где-то 11-12, где-то 15 18 числа. 18. Ну, потом еще в травмпункт ходил, то есть на прием. Несколько рентгеновских снимков сделали, вот недавно закрыли больничный. Делали репозицию открытую, да, и пластинкой сделали остеосинтез. Соединили кости и также связку ДМБС починили. А сейчас какие жалобы, что беспокоит? Так, в общем и целом, как бы так особо прогресс есть, то есть сейчас уже, если раньше была постоянная хромота, да, то сейчас ее становится меньше. Переутомляемость. Да, иногда я могу вот даже как-то, так если целенаправленно скажу себе, не хромай, могу ходить не хромая. Не контролируешь. Да, но тем не менее, в принципе, есть еще какие-то вот такие вот неприятные. Болевой синдром? Боли особо нет. Отекает нога? Отекает, да. Отекает, если длительная вот. При длительной нагрузке? Да. Так, подвижность голеностопного сустава по лестнице как? По лестнице, вот буквально до недавнего времени было сложно спускаться. То есть я как бы припрыгивал, как бы так. А сейчас уже чуть получше становится. Правильно спускаешься, да, получается? Да. Чередуя ноги. Так, ну давай показывай ногу. Так, сейчас. Так, носок тоже снимай, да? Да, обязательно. Наружная лодыжка. Боли есть такие? Тут нет, не болит. Тут? Нет. Ну это тут что-то у меня прям вот здесь еще это растяжка. Ну, подсогни немножко. Я от себя
сторону. Ой. Ага. Я так побоялась. Все. Сейчас в данный момент отека нету. Ну, утро потому Ну, что, да? Она обычно, вот, ну, если, допустим, Вот здесь. вот типа такого одеваю, то вот здесь отекает. Мгм. Если такую, ну, как бы с голеностопом держащую, то там, где складки есть, он как-то там проявляется. Ага. Ну, вот в основном в этой области отек идет. А вот это костяной, да, какой-то отек или что это? Нет, Не, вот Твоя это лодыжка. такого не было. нет. Раньше. У меня есть. А, У да? тебя есть. Не-не, на другой ноге она меньше. Я так сравниваю ноги, причем как будто вот кроссовок вот этот, например. Ага, Ну, это жмет немножко. Да, немножко жмет, да. Ну, То нога да. стала больше. Ничего. Это, во-первых, у тебя там появилась пластина на малоберцовой кости, что уже само по себе немножко, да, связки мышцы раздвинуло. То есть эта лодыжка уже шире стала, в принципе. Плюс еще то, что, ты говоришь, периодически нога отекает, тоже свое добавляет. Но это все как бы проходящее. Мгм. Так, все понятно, в принципе. Сейчас мы тебе распишем план твоих реабилитационных мероприятий. Ну, в целом, история, Ну, если такая была, что Мгм. я тоже, это 9 сентября был первый Мгм. снег в Тампонском районе, выпал Мгм. сантиметров 10, и то есть была, ну, как скользкая обувь. Еще Мгм. повезло, что берцы, Мгм. но скользкие. А Мгм. может быть, могла быть травма больше, да, если бы голеностоп не держала. Ну, конечно. Мгм. Вот. Ну, из-за скользкой подошвы как-то неудачно упал. Не, ну подожди, тебе еще более-менее повезло. У тебя перелом только лишь наружной лодыжки. Зачастую ломают обе. Часто бывает вообще трехлодыжечный перелом. Трех? Да. Там их 3. А, там три кости? Да. Я думал, Нет, две. нет, кости 2. Ага. Называется так трехлодыжечный перелом. Когда все кости сломаны, короче. Ой. Поэтому, ну, это еще малой как бы кровью отделался. Как правило, чаще всего мои пациенты, у них шрамы с обоих сторон. То есть и пластины ставят и на внутреннюю лодыжку, и на наружную. В твоем случае тебе повезло, действительно, скорее всего, берц спас и сломалась лишь наружная. Но, кстати, мой совет уже по возрасту можно сделать, вот в клинике СФО уже делают у нас денситометрию, проверка плотности костной ткани. То есть Есть можно такое обследование. замерить? Да. И проверить, насколько у тебя порозны кости, костная структура. И если есть там какие-то уже намечаются проблемы, потому что я думаю, что лет 10 назад ты так упав, вряд ли бы ногу сломал. Тут уже, скорее всего, с возрастом кости стали более хрупкими. Ну, я так никогда не вес падал. стал больше. Может, Да. Поэтому, как бы, как правило, рекомендуем проверять костную структуру. И при необходимости, если там выявляется, что есть порозность, то назначаются определенные препараты, которые помогают вернуть костям былую крепость. Я вот про это не знал. То есть можно, грубо говоря, плотность кости измерить. И контролировать, да. Так, итак, в вашем случае назначаем вам курс массажа голеностопного сустава и стопы. Подвижность голеностопного сустава недостаточная, там примерно максимально у вас тыльное сгибание 90 градусов, тогда как в норме это где-то 75 должно быть. То бишь, Еще да. побольше, да? За счет этого сложности при спуске с лестницы. Мгм. Так, поэтому, как я уже сказал, массаж правого голеностопного сустава. Наши массажисты, в принципе, 10 процедур, 10 дней массажа. Дальше. Физиотерапия, само собой, это тоже наше все. Для того, чтобы улучшить микроциркуляцию, снять отеки и вообще как бы болевой синдром, тут физиотерапия идеальный помощник. И потом уже в сочетании получается с лечебной физкультурой, с массажом, с физиотерапией
дают потрясающий эффект. То есть очень часто у нас пациенты приходят на костылях, а уходят уже забыв их. Да. Ага. Вот, поэтому как бы все хорошо в комплексе, когда работает, поэтому А в целом физиотерапия это такой обширный как бы... физиотерапия это очень обширная очень. дисциплина. Ага. Также у нас есть грязелечение здесь. Наш филиал в Нижнем Бестяхе, Абалахская наша грязелечебница, это как бы наше тоже подразделение. Мы оттуда регулярно свежую грязь получаем, абалахскую, да. То есть и многим пациентам тоже на суставы, там, при различных проблемах назначаем грязевые аппликации. Да, конечно, там у нас полного обертывания сложно сделать, но как минимум там на суставы получить грязь вполне возможно. Вам, кстати, грязь тоже показана, чтобы улучшить микроциркуляцию и уменьшить воспаление. Хорошо. А вот в целом, да, например, я как бы понимаю, что могу сам, да, вот как бы со временем все это как бы разойдется и как бы вылечится. А вот показано ли, например, вот с такой травмой вот именно на реабилитацию приходить? Или это дело как бы самого пациента? Ну, вообще реабилитация показана, в принципе, всем. Потому что есть такая вероятность, что пациент просто приспособится к своей травмированной конечности, перестроит свой стереотип походки, начнет немножко изменится у него вообще его, как сказать, механика его движений, и просто подстроится и будет уже либо подхрамывать, либо немножко иначе двигаться. Если, допустим, в нашем случае, то мы стараемся как можно максимально вернуть полную подвижность суставу. Отрабатывают у нас инструктора внизу полностью стереотип походки, если он нарушен. Есть специальные для этого у нас тренажеры, есть лестница, есть беговая дорожка, которая реагирует именно на шаг и только тогда продвигается. И мы выстраиваем именно правильный стереотип походки, возвращаем пациенту. Потому что сломав свой стереотип походки, правильную ходьбу, у тебя повышается нагрузка на другие участки твоего тела. Это на позвоночник в первую очередь, на другие суставы, возможно, там тазобедренный потом у тебя после этого проблема появится. И только из-за того, что ты неправильно наступаешь. Вот. Поэтому лучше, конечно, в данном случае доверять профессионалам. И это, во-первых, и ускорит процесс реабилитации. Сам ты, конечно, тоже можешь теоретически разработать, но все ли ты сделаешь правильно и сколько у тебя времени займет. А здесь, так как все это комплексно, физиотерапия вместе с массажистами, вместе с инструкторами ЛФК, все это намного эффективнее происходит. Хорошо. Так, ну что, друзья, сейчас после очень познавательного разговора с Александром хотелось бы его поблагодарить. И впереди у нас уже мы знаем, в какие кабинеты, на какие процедуры нам нужно будет пойти. Испытано на себе. Так, друзья, ну что, первая процедура — это массаж. Александр, скажите, а вообще вот массаж, он, наверное, один из самых эффективных, да, способов реабилитации? Да, массаж, можно тоже главный способ лечения. Например, вот у вас после перелома, да? Оно вам поможет, чтобы мышцы были и кровоток, и лимфоток пошел. И чтобы мышцы в тонусе были. То есть массаж, он как бы разгоняет кровь, да? Разгоняет кровь, ага. А в целом, вот, на вашем опыте, сколько вот сеансов нужно для того, чтобы как бы пройти реабилитацию? 8-10 сеансов надо. Около 10. Полный курс. Массаж начинаем с поглаживания. Потом просто разминаем мышцы. Чтобы мышцы расслабились, чтобы вот так крепко не держали. Чтобы нога свободно ходила там. Чтобы боли было поменьше. Так чувствуется, что мышцы в тонусе, да? Ага. Напряженные, да? Да, напряженные. Хотя я ногу расслабил, кстати. Ай-яй-яй.
Ого. Мы обычно привыкли как бы так, допустим, массаж спины, например, да? Так. У нас разные приходят, да. Не, понимаю, я имеется в виду, ну, допустим, как, если не травма, ну, я как бы, если идти на массаж да. куда-то, да, то чтобы Да, спину да. помассировали, да, Ага. а про другие мышцы как-то мы забываем. Сейчас я чувствую, что там прямо такие болевые точки. Там, где болит, это значит застой, да? Ай-яй-яй. Болит, это значит, у вас мышцы напряженные, они будут держать вас. И при ходьбе могут болеть. Ай-яй-яй. Ничего себе. Прям чувствую, что там... Кстати, надо будет, наверное, я не знаю, ну, у нас выпуск-то будет про одно посещение, а так в целом по прошествии 10 сеансов надо будет, наверное, как-то какой-то отзыв, наверное, сделать по ощущениям. Кстати, я заметил, да, вот нагрузка на правую ногу же ушла, когда, ну, был перелом, да, во время лечения. И буквально на 4-й день, по-моему, мышцы как будто вообще стали как кисель. То есть, атрофировались. Сейчас у меня правая нога, она меньше, чем левая. Да, после пресса такое бывает, ага. Потому что после пресса ваша нога работать не будет, поэтому мышцы атрофируются. Испытано на себе. Мощно вообще прямо. Я почему раньше не пришел? Супер. Сейчас вот массаж, да, вот я вот сейчас как будто другая нога, вот честно. Ну, мышцы прямо как будто, не знаю. Капсульный аппарат разогрелся после массажа. Вообще, в дальнейшем у тебя будет последовательность такая. Сначала по-хорошему физиопроцедура, в частности, допустим, инфракрасный лазер. Его лучше делать, когда у тебя кожа сухая. Так, у вас лазер и все, что ли? Лазер всюду? Магнита нет? Магнит? Ну, можно магнит тоже сделать. Ну, покажем, Так, да? у него лодыжка или Всё. голена? Стоп. Лодыж. Латеральная лодыжка. Лодыжка, ага. Присаживайтесь сюда. Так, присаживаемся. Ага, Сюда, да? оголяем, значит, правую ногу. Вот сюда садитесь, оголяем кстати, правую да. ногу. Снимаем ботиночки, носки полностью. На чистую кожу делаем, хорошо? Ага. Смотрите, у нас электроаппараты, да, они немножко излучают тепло, впитывает. Ага. Поэтому мы делаем его до массажа. В следующий раз, хорошо? До массажа. В первую очередь сюда, потом физкультура, потом массаж. Ага. Хорошо. Ножку сюда. Вторую ногу тоже снимите, ложите сюда. Вам удобно будет. Вот так будем, ага. И голеностоп. Так. Тут по одной минутке, хорошо? Ага. 1, 2, 3, 4. Здесь 2 минуты. У вас лодыжка же сказали, да? У вас, да, ага. Так, это же, это сустав голеностоп. Ну да, наша цель объем движения увеличить. Хорошо, замечательно. Ага. А вообще в целом лазер, он для чего используется? Ну, смотрите, лазер, да, работает местно в основном. Ну, у нас такие есть разные мощности. Инфракрасный, это инфракрасный, да, то есть его можно предложить и подольше держать, менее безопасный. Есть высокочастотный лазер. Ага, здесь у нас, значит, лазер очень хороший, это германский аппарат еще с тех времен. Вот, рассчитан на 4 минуты, и мы будем его делать так, поминутно, меняя локализацию, хорошо? Если, я же говорю, он местно поднимает иммунитет, да? Только вот здесь. Но он, естественно, вот так распространится, да?
Но чтобы вот и улучшить, качественно было, да, мы его поменяем. На участке разделим ваш голеностоп. Хорошо? Ага. И на 4 минуты идет. Потом мы еще повторим. Здесь тоже сделаем. У вас тут отек есть. Хорошо? Так, я держу, да? Или- Нет, я его подержу, ничего страшного. А так вот, когда, если вдруг я занята буду, да, смотрите, от 4 минут назад идет. Ага. Ага. 3:00 мы уже меняем. Меняем. Ага. 2:00, 1:00 и это. А когда заканчиваем, вешаем, то есть я подхожу, тут за вами все убираю для следующего пациента. А в понедельник, когда придете, да, постарайтесь с нас начать, с физиокабинета. Хорошо? Физиокабинет первый. Ага. Хорошо. Ну, обычно мы так рекомендуем, чтобы во избежание того, что это на массаже смазывает маслом или кремом. Ага. Ага. Или мазью. Да. А у нас должна быть кожа чистенькая, Сухая. Все, мы закончили. Ага. Спасибо Теперь большое. одевайте этот, носочки, это. И голеностоп очень не любит, там практически этого сосудов мало. Ага. Ему холодно, теплые носочки по щиколотку. Закрывайте. По щиколотку. Закрывайте. Ага. Вот так, да? Не такие, да? По щиколотку, вот так. А, вот так. За щиколотку, хорошо? Ага. Теплые, бывают же, да, самые разные. Ну. Кашемировые, чего только нету, каких только носков нету. Хорошо. Ага, одевайте так. Вообще в тепленько. тепле. Да, да. Испытано на себе. Друзья, ну у нас такой некий такой ознакомительный выпуск сегодня, да, в том числе с реабилитационным центром. И это не входило как бы в то предписание от врача, но тем не менее хотелось бы познакомить вас вот с такой альфа-камерой. Можете рассказать поподробнее, что это? Ну, альфа-капсула, значит, Альфа-капсула. она в основном для СПА. Здесь 3 функции: хромотерапия, то есть светолечение, да. Вибрация идет обязательно, она не такая сильная, очень приятная всему организму, от ног до головы идет. Вот, потом, значит, и теплолечение. Самая разная температура по программам, она самая разная. Но в основном мы пользуемся, у нас реабилитационная же, да, в программа сон. И там температура, например, 38 градусов. Есть медитация, самые разные программы. В основном она у нас же это, вот, смотрите, Альфа-Лет, Окси, Лайт, СПА. Это такое общеукрепляющее, да? Общеукрепляющее, в основном на нервную систему. Человек успокаивается, получает удовольствие. Ага. И программа сон очень хорошо действует, люди тоже расслабляется нервная система, организм в целом, человек уже забывает свои неприятности и отдыхает его нервная система, он улучшает качество своего сна. Все, я готов. Ага. Так, ну что, друзья, значит, так, очки темные. Очки одеваем, Прям так садимся, ага, ножки закидываем туда-назад, так, ага, ложимся. Это терапевтическая подушечка, это подголовник. Так, одевайте очки. Кольцо снимайте, там Ой. жарко будет. Ага. Петя. Тут у нас еще это самая музыкотерапия, но у нас сейчас там проблема с этим комплектующие. Вот. Смотрите, и для каждого пациента убираем свет, и человек начинает отдыхать. Это программа медитации. Она рассчитана на 40 минут, температура 46 градусов, мы у вас температуру убрали. То есть вибрация и светотерапия идет. Теплолечения нету, хорошо? Ощущаете вибрацию? Да, конечно. Очень приятно. Ага. 1 минуту здесь я выключу, хорошо? Да, такая... Надо, главное, расслабиться, мне кажется, побольше.
Испытано на себе. Друзья, ну что, очень интересный аппарат. На самом деле ощущения такие, то есть идет вибрация, идет светотерапия. И нам отключили, то есть здесь еще можно как бы нагонять температуру, да. Вот. Такое ощущение, что вот такие вот из-за микровибрации как бы улучшается кровообращение. То есть сейчас даже какой-то прилив сил, не знаю, появляется. В общем, и надо сказать, что такой аппарат вообще в Якутии он единственный. Возможно, даже на Дальнем Востоке, может, единицы. Вот такие вот в реабилитационном центре. Здравствуйте. Пациент Анчиров Руслан Валерьевич. Пациент, он поступает, приносит с собой карту, назначение от врача. После чего у вас? Перелом. Перелом? Перелом ноги. Подскользнулся и сломал. И там какая конструкция стоит, нет? Здесь пластина вот так. Ага. И 5 болтов и один большой, большой берцовый. Сколько кость. прошло? Так, операция была у нас 15 сентября. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, ага. На массаже уже были, да, получается? да. вы? На грязевые аппликации были? Нет, еще не был. Еще нет, да? Хорошо. И потом уже идем на механотерапию, да, это вам все остается. А сейчас давайте посмотрим, что вы покажете мне. Пойдемте, пройдемте. Обувь снимаем и... Так, обувь снимаем, да? Ага, и садимся Всю? вот на эту кушетку. Носок на себя максимально. Тут уже ограничение. Эту ногу. Ага, на себя. Ну вот видите, да? Да. Хорошо. От себя пошли. Тоже, да, вот ограничение. Хорошо. Теперь дали ширину и вовнутрь. Стараемся без коленного сустава. Держите колени. Только голеностоп. А я так не умею. Видите, да? Тоже нет. Ну вот это, кстати, я так могу, а это не могу. Ага. Теперь вместе и к наружу пошли. Тоже без коленного сустава, без участия наружу. Вот. Так. Но тут чуть Более-менее. более, да? Ага. Видите, хорошо. Ну все. Теперь занимаемся. Сжимаем, разжимаем пальцы ног. Вместе давайте. Вместе. То есть только пальцы. Видите, у вас голеностоп двигается. Именно пальцы ног. Сжимаем, разжимаем. Хорошо. Теперь смотрите, Руслан Валерьевич. Растопыриваем пальцы. Вот. Понятно, да? Ага. Раскрывайте, раскрывайте. Видите, большой палец куда уходит? Совсем не туда, где нам надо было, да? На раскрытие совсем нет. Не могу управлять. Вот так. А вот с этой ногой как у нас? Вот Посмотрите, изучите свое тело. Ну, я, кстати, никогда так не делал. Да, тут тоже проблема. Нужно делать, понятно, да? Потому что мы про них совсем забыли. Мы ходим на них, да, и все. Надо, видите, вот, раскрываем. Понятно, да? Ага. Все, по 10 сделали, то есть сжимание, пальцев, а остальное раскрываем, да, тоже по 10. Это у нас что? Тут работает уже кровообращение пошло, да, сухожилия, мышцы, да. Вот. Следующее вместе. И старайтесь носок на себя максимально и от себя максимально. Поехали. И раз, и два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пошла жара? Дошла. Хорошо. Теперь садимся на краешек. Смотрите. Полная стопа. Смотрите, что я сделал. 4 пальца поднял. И здесь что у меня? Большой палец. И меняем. Раз,
Где? вот. Вот. И пошли. Раз. Так, Мгм. очень сложно. Да. Раз. И два меняем. 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Теперь вместе. Большие пальцы пошли. Раз. И 4 пальца. Это Два. попроще. Вот. Раз, 2, 3, 4. И раз, 2, 3, 4. Хорошо. Отлично. Ну как? Ага. Ну, этот, кстати, то, что удобно, можно дома, да? То есть повторять. Нужно даже. Нужно дома, да? Обязательно дома 2 раза в день делаете. А здесь у нас как обучающий характер, да? Чтобы вы поняли, как дальше действовать. Все? Хорошо. Спасибо. Теперь дальше вот на механотерапию. Испытано на себе. Это здесь, да, нам советовали отвлечься, ну, то есть Да? не смотреть. Фиксируем. И будем идти по вашим, да, болевым ощущениям. Через боль сильную не стоит. Вы мне говорите, да? Ага. Вы опрат будет на тебя, от тебя, вовнутрь, к наружу, да? Все 4 угла сделаем, ну, по вашим ощущениям, да? И в конце он уже круговые движения он сам делает. То есть он сначала настраивается? Сначала мы настроим, да, до болевых ощущений. Хорошо? У нас левая нога, да, получается? Правая. Правая. Он как раз стоит. И сейчас на себя идем. То есть Сюда? Да, Ага. к себе. Так. Нормально. Нормально, полет идет. Нормально. Полет нормальный. Еще Так. Чуть-чуть можно. чуть-чуть добавим. До терпимой Прямо боли. надо, чтобы чуть больно было, да? Чуть-чуть. Она мне сейчас как будто сейчас вот чуть-чуть уперлась уже, но не Ага, больно. Хорошо. Можно еще чуть-чуть? Ну, давайте 37 градусов. Ну пусть так будет. Хорошо. Вдруг Запомнили 37? 37. Ага. Хорошо. Теперь от себя идем. Тоже до болевых ощущений. Хорошо? А 37 это нормальный градус или? Ну, до 40 осталось там. 40 норма, да? 40 норм. А, Именно на этом аппарате. ага. Ай, ну, 100 надо. Что надо? 100? Сразу 100. Так, сейчас. Теперь тоже Ага. говорим. Это вроде нормально. Так, сейчас. Нет, нормально? Пошла Нет. натяжка. Ну еще не, еще чуть-чуть можно. Так, а это поднимается. Вот, тогда если поднимается, уже все. А, Да? ну уже такой, без боли, но Ну, есть, натяг да? есть. 46 градусов. Так, ага. Хорошо. Ага. Мы его зафиксируем. Так, а сейчас самое И страшное. все, аппарат запомнил эти углы. Ага. Теперь вовнутрь и к наружу. Ага. Ротации. Это самое неприятное. По-моему, как раз Малоберцова вот это она отвечает за вот эти, да? Повороты. Ой-ой. Все, Не-не, нормально. нормально идем. Просто уже страшновато. Чуть-чуть. А? Все, тут только давайте. Ну пусть так. Всё, Ага. пусть 20 остается. Минус 20. А можно вопрос, а с какой скоростью он потом будет крутить? Нет, Стоп. скорость Медленно? медленная. Я же, кстати, когда... Я сначала вообще подумал, у меня ушиб. Потому что пальцы шевелились, и я мог на ногу вставать. Как бы вроде... Хорошо, Да? обращаем внимание. А, идем. нормально? Ага. Нормально, нормально. Армед же российский. А, это российский аппарат, да? Российский аппарат. То он уже начал работать, да? Все уже пошло. А, Все по вашему. он еще вот туда делает? Мгм. Или он как?
поднимает, Он вот а так потом С влево-вправо. натяжкой уже идет, когда Он не влево, будет вправо. просто вот так вот, как мы сейчас делали. Мы сейчас просто максимальные углы задали, А он вот так будет. а он будет всяко-разно тебе Ну вот вижу. по специальной траектории. Я что думаю, может еще вот эту? фигню? Хубер, да, Ну. потом. Он уже на лечение же когда подойдет. С понедельника, да, вы уже? Без камер. О, что-то прям... Но это по вашим ощущениям. Да-да-да, я Так что такой, давай. Стой. Терпите, да. Ты должен отвлечься и не смотри вообще туда. Да-да, он же, получается, мы же сюда сделали, а он с подворотом в эту Да-да-да. сторону делал. Он То есть, с натяжкой идет уже. главное не смотреть туда, да? Вон смотри, что там дети делают. Мне кажется, еще хорошо, что ну, не сильно стянуто, то есть нога еще может как-то там... Я поэтому тебе и говорил, что после физио, после массажа с разогретой капсульным аппаратом, капсульно-связочным аппаратом, ты уже сюда приходишь и здесь работаешь. То есть вы к нам приходите разогретым. Ага. То есть надо перед этим массаж сделать и лазерную терапию, да? Еще Разогрев. грязевые, да, аппликации? Грязь еще, да. И грязь в конце можно потом. Грязь можно после всего. Как бы, чтобы усталость снять, немножко разогнать кровь. Кстати, вот в этом положении, самом крайнем, да, как будто ощущается... Пластину я могу ощущать, нет? Вряд ли, да? С болты Это могут. ощущение есть. Что инородное тело, ты, конечно, почувствовать можешь. Именно мышцы, получается, сухожилия, которые об нее трутся. Испытано на себе. Друзья, ну этот следующий аппарат, он тоже не был предписан, да, то есть, но хотелось бы также вас познакомить с ним. И сейчас Владислав Геннадьевич поподробнее о нем расскажет, что это за аппарат и для чего он. Тренажер называется Huber 360, Чаттануга, да. Это механическая нестабильная платформа. Вот она, вот платформа. И тут уже нейромышечная связь идет. Да? Поэтому у нас задача гибкость, мобильность идет, да? Вот видите. Именно что? Голеностоп, На голеностопе. лодыжка. Все, встаем на стою. платформу. Так, как стою? Сюда, Сейчас. да? Нет, пока встаем. И смотрите вот на экран. Видно, да? Я выбираю Ага. голеностоп. Подвижность. У нас правая, левая, Правая. правая, правая. Всего тут 5 уровней. Сегодня первый день, первый уровень. Давайте. будет. Хорошо? Окей. И смотрите, как он стоит, человек. Так, надо И по так стоять. точкам тоже, да. вот. Начинаем с малого, потом уже на 5-м уровне уже будет более. Такая, как игра получается. Бедренные мышцы чувствуете? Ягодичные? Ну, тут полностью Полностью. нагружает. Хорошо. Я просто на кружок смотрю, и он... Не, на кружок не смотрите, вы вот уже на эти здесь. две. Правая, левая рука. Тут уже контроль рук, Ага. давление. Когда начинает шевелиться платформа, сложно. Я Тут понял. уже думать надо. Нужно да? как мим, как сказать, как будто, как объяснить-то? Бывают же мимы, да, Да, которые... да. Так, сейчас. О, Вот. О. Пошла нейромышечная связь. ага. Скажите, да? Кстати, да. Вот эти вот шкалы должны быть в зеленой зоне. Фух. Так, я стою Он правильно. дает вам отдохнуть. Это отдых, да? Ага. Вот. Готовьтесь. И здесь надо как поехали. уловить баланс и вот прямо руками держать ее в зеленой зоне. И это сложно. Как бы... Вот, я только более-менее научился. Испытано на себе.
Ну что, друзья, мы с вами познакомились с Республиканским центром медицинской реабилитации и спортивной медицины. Как видите, сейчас дневное время и большое количество пациентов находится здесь. Ну и в том числе я стану одним из них уже буквально со следующей недели, уже не в рамках передачи «Испытано на себе», а в рамках своей, так сказать, жизни. Вот. Но надо сказать, что действительно, как ты не задумываешься, думаешь, можно расходить, как бы, да, тем более вроде бы как хромота небольшая, но, как было сказано, это может войти в привычку и уже будет сложно потом что-то сделать. Поэтому хотелось бы поблагодарить, пользуясь случаем, коллектив Республиканского центра и пожелать им успехов в работе и, конечно же, хороших и довольных пациентов. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч и здоровья!